ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» унесла жизни почти 100 человек. Население страны отреагировало на новость по-разному. Кто-то скорбел на мирных митингах и акциях, кто-то ругал систему взяточничества и ненадлежащего надзора. Мы решили сказать ухтинцам прямо, стоит ли им бояться наших местных торговых центров, а заодно и напомнить, что внимательность и активная позиция тоже вклад в безопасность нас и наших детей. Мы начали свою работу с крупного торгового центра «Ярмарка». Съемку проводили с руководством ТРЦ. В момент работы съемочной группы все запасные выходы были открыты. После мы решили проверить еще несколько мест массового скопления людей уже самостоятельно. Начали с торгового центра «Бенилюкс» на Пионер-горе. Сразу на входе нас встретил мужчина по имени Валерий. Представился администратором торгового центра и сам предложил показать нам все выходы и входы. Сначала снимите 2 двери открыты. Хорошо, давайте проверим. Вот одна дверь открыта и вторая. Отлично. К вам уже кто-то приходил до нас? У вас пожар, открывается только вообще. Раз, как должно быть это законно, по тоже. Вы прям так вот. У нас учет. Было полное ощущение, что нас тут ждали, но мужчина сказал, надзорные органы приходят сюда едва ли не каждый месяц, так что проверяйте, сколько влезет. Да и дополнительные двери закрывать ни к чему, это удобно покупателям, можно зайти с любой стороны, ну и для безопасности полезно. Есть дополнительный выход и в офисе отдела стройматериалов. Вот, дверь открывается. Ну, нормально все. Опа, на улицу. Все открыто. Это получается для работников офиса этот выход? Нет, для работников магазина. Вообще для работников магазина. Все, пожалуйста. А там уже погрузка товара идет. Конечно, мы не имеем полномочий оценивать, сделано ли все по требованиям и нормам, но одно можно констатировать точно. Все выходы, которые есть в торговом центре на момент нашей незапланированной съемки, были открыты. За исключением одной в зале стройматериалов. Но нам сказали, что она для выгрузки товаров. Другая дверь находится едва ли не в 2 метрах. В целом, если ориентироваться на местности, в момент ЧП можно выйти к ближайшей двери. Она, как нас убедили, будет открыта. Чего нельзя сказать о другом помещении на улице 30 лет октября. Сейчас мы поднимемся в здание 4-этажное, в котором находятся офисы. 4 этажа для различных предприятий, магазинов, турфирм, салонов красоты. Центральный вход, одна из дверей заперта. Напомним, это главный вход. К нему ведут указатели со всех 4 этажей. 2-й этаж, один путь эвакуации к тому самому центральному входу. А вот 2-й, на внешнюю пожарную лестницу, нам приходится поискать. Находим его в одном из офисов, где нас не очень-то рады видеть. Здравствуйте. Меня зовут Алла, я корреспондент телекомпании ГСП. Могу я спросить, открыта ли эта дверь эвакуационная? Вы на каком основании? Мы пришли к вам на том основании, что ваш офис находится в месте массового скопления людей. Вы видите, на этой двери написано пожарный выход? Нет. Нет. В чем проблема тогда? Ну просто по плану эвакуации? По плану эвакуации что? Посмотрите внимательно план эвакуации. Общая лестница, коридор, вот. Дальше. Нет, 2-й эвакуационный выход по плану как раз у вас. А вам не кажется, что нужно согласовывать порядок действий? Нет, мы имеем право без согласования, да. Спасибо большое. Да. Радует одно, он открыт. Правда, пока сам офис работает. И там нет указателя, что это эвакуационная дверь. Поднимаемся на 3-й этаж. Табличка над дверью гласит «Это выход». Ну, вот, к сожалению, мы видим 3-й этаж здания, в котором офисы, салоны красоты. Естественно, тут бывает массовое скопление людей. Это дверь эвакуационного выхода, и она закрыта на ключ. Отсюда люди не выйдут. То же самое с дополнительным выходом на 4-м этаже. Правда, стоит отметить, при пожаре отсюда все же можно выбраться, открыв окно прямо рядом с дверью. Также на всех 4 этажах есть огнетушители, пожарные гидранты, указатели к выходам. А мы продолжаем свою экскурсию, отправляемся в небольшой торговый центр рядом с этим зданием. В 3-е здание мы решили зайти без профессиональной камеры. Мы не хотим привлекать к себе внимание как журналистам. В общем, посмотрим, что будет там.
Поднимаемся на второй этаж. На плане эвакуации 2 выхода. Один центральный, второй запасной. Идем к нему через все торговые точки. Попутно встречаем шкаф с гидрантом. Проверен 27 сентября минувшего года. Все как положено. Закрыт на замок, ключ под стеклом. Открываем дверь к выходу на лестничную клетку. На стенах указатели к выходу вниз. Один гидрант. Также ключ. Он, в принципе, открыт. Нужно открыть это. Весь ключ. Также проверено в конце сентября. Еще одна наклейка. В общем, не потеряешься. Выписка над выходом светится. По итогам нашей небольшой проверки можно сделать вывод. Если ориентироваться и обращать внимание на планы эвакуации в заведениях для массового посещения, при ЧП можно найти выход. 2 охтинских торговых центра нашу обывательскую проверку прошли. Такие неэкспертные комиссии можете проводить и вы. И если дверь эвакуационного выхода вдруг окажется закрытой, мы советуем вам сообщить об этом в надлежащие органы или хотя бы обнародовать сведения в социальных сетях.